История, она связана у чеченцев и ингушей, ну, как минимум, это одна республика, где два народа и депутаты обоих народов. Поэтому комментарии касательно и ингушской истории, они здесь неизбежны, потому что вот там и происходит как разделение, да. Сейчас я, прежде чем говорить о том, что происходило на сессии Верховного Совета, должен снова вернуться к вот этой ингушской теме. Мы знаем, что ингуши или ингушская интеллигенция не была довольна тем, что произошло в 1934 году, то есть объединение двух республик, да, двух автономий, Чечни и Ингушетии. И это мы наблюдаем и с начала 70-х годов, это известные письма 1972 года, которые писались интеллигенцией в Москву, и известный митинг в 1973 году, митинг ингушей, когда они выходили и заявляли о том, чего они хотят и как хотят. Ну и вот съезд ингушского народа в сентябре, и принятые на ней декларации, постановления этого съезда в 1989 году. То есть очевидно, что ингуши с самого начала, с возвращения ссылки, стремились, боролись за восстановление своей отдельной автономии, своей отдельной республики, своего отдельного дома. Это очень важно проговорить. И на съезде в 1989 году, как я сказал, это было официально заявлено. Эта работа велась тоже у них серьезно с 1988 года, собирались десятки тысяч подписей, то есть это тоже вот так серьезно из себя представляло. И у них тоже был свой оргкомитет созданный для реализации желания съезда ингушского народа в сентябре. То есть они реализовывали свой проект. И вот происходит проблема, или коллизия, скажем, да? В чем заключается проблема? В том, что в лице депутатов Верховного Совета ЧССР из числа чеченцев хотят, во главе с Завгаевым, хотят провозглашения суверенитета независимого государства и подписания союзного договора с СССР. У ингушей с самого начала заявляется, что они хотят оставаться в РСФСР, то есть они не хотят выходить из России. Как бы Верховный Совет заявлял, что провозглашает суверенитет в лице чеченцев, Завгаева я имею в виду, и что они хотят такой равноправный, обновленный новый союзный договор. То есть снова все эти государства, они заключат между собой какой-то союз, торговый, экономический, там, политический, военный и как угодно, да. И как бы это будет новый обновленный Советский Союз. Но Чеченская республика или Чечено-Ингушетия, она как суверенная, независимая, не в составе Российской Федерации. Это очень важно. Потому что суверенитет или та декларация, которая была принята, она только это и обозначает. Да, и вот те декларации, которые были в августе предложены, я говорил, что разные там от 10 до 15 деклараций предлагалось, и как минимум 3 декларации были написаны ингушами. Там обычно вот в этих декларациях у чеченцев говорилось там о союзе советском, как бы новом таком союзном договоре, а у ингушей упоминалось, что это должно быть в составе Российской Федерации, то есть субъектом Российской Федерации. Получается, вот такое уже разделение, как мы говорили, уже тогда было, поэтому потребовался съезд как бы чеченского народа, чтобы все точки над «и» расставить. Ну, понятно, что имеется конфликт, да, и среди этих депутатов видение. И ингуши тогда тоже предлагали отталкивать съезд чеченского народа, дожидаясь съезда народных депутатов РСФСР. То есть они просили как бы не проводить съезд, пока не будет съезд вот этого РСФСР депутатов, что ожидали принятия решения народными депутатами РСФСР. Это тоже очень важно. Первый съезд народных депутатов РСФСР – это 12 июня 1990 году, когда они свою декларацию тоже провозглашают, да. И самое важное, когда происходил второй съезд народных депутатов. А он, оказывается, происходил с 27 ноября, начинался и до декабря происходил. Вот поэтому
Верховному Совету ЧССР было важно провести свой съезд, принять свою декларацию до съезда народных депутатов РСФСР. Ну, будет РСФСР, я не буду говорить, трудно, да, для молодого поколения, будем Россия будем говорить, да, вот как бы депутатов России, да, которые проводили свой съезд 27 ноября по 1 числа декабря. И ЧССР в лице Завгаева и чеченских депутатов хотят обновленный советский какой-то союз, да, союз там суверенных равноправных государств, а ингуши хотят РСФСР. Там свое объяснение, поэтому я много раз говорил, было бы хорошо, если бы ингушские историки или те, кто изучают историю Ингушетии, объяснили вот это вот, в чем проблема вот этих 90-х годов, начала 90-х годов для ингушского народа. И у них есть написанные книги ихними депутатами, которые не до конца правдивы, скажем так, да. Короче, вот такая проблема. Еще что нужно упомянуть, что во время выборов в начале 90-го года, выборов депутатов СССР, РСФСР, со слов Абдуллы Бугаева, я это сейчас говорю, да, депутата Верховного Совета ЧССР, что происходит конфликт, получается, между Завгаевым и Хасбулатовым. Хасбулатов хотел быть депутатом СССР, прилагал усилия, но у него этого не получилось. Хотя он очень старался. И не получилось по причине того, что ему ставили палки в колеса. И получается, это палки в колеса ему ставила завгаевская команда. Это важно проговорить, потому что можно быть уже такая картина будет складываться у людей в головах, когда будут понимать вот этот конфликт между Хасбулатовым и Завгаевым. То есть вот это важно проговорить, что Хасбулатов потом баллотировался в депутаты, он не попал в депутаты СССР, но попал в депутаты РСФСР. И, естественно, он сторонник РСФСР и противник Завгаева. Это вот закрепим, да, в уме, запишем. И вот этот вот депутат РСФСР, депутат России от Чеченской Республики, выбранный Хасбулатов, у него свой съезд проходит 27 ноября 1990 года. Это вот съезд депутатов РСФСР России. А почему он был опасен? Тем, что вот этой конституции, которой делали поправки, делалась поправка, что из РСФСР не смогут выходить республики или автономии, да, то есть такое бетоном заливали. И это уже информация была и у Завгаевых. Они этой информацией, получается, обладали. И, естественно, они хотели принять свою декларацию, чтобы опередить. Мы видим, как эта история будет, и потом повторяться в 1992 году. То есть Завгаевы понимали манипуляцию Ельцина и его команды. И они хотели такой обновленный новый Советский Союз, то есть в сговоре или в сотрудничестве с Горбачевым. Вот такая ситуация, чтобы вы понимали. Когда 26 ноября начинается сессия Верховного Совета, на следующий день, 27-го, начинается сессия Совета России. И поэтому на сессии Верховного Совета ЧССР происходит такой, как конфликт, да, коллизия, столкновение, когда ингушские депутаты, их было 23 человека. В Верховном Совете ЧССР, да, всего присутствует где-то 140 человек на этом заседании. Всего их 175, но на этом заседании присутствует 140 человек. Кворум, то есть как большинство, да, безусловное, которое считается юридическим обоснованным, это 117 человек, чтобы вот принимать такую серьезную декларацию. И, по-моему, Сейнароева, он об этом пишет, что ингуши как один монолит выступили против. Ну, там, получается, первое у них было как просьба, требование
чтобы не провозглашалась декларация вот так, вне СССР, вне РСФСР, потому что ингуши хотят оставаться в России. И начинаются дискуссии, споры. Вот эти дискуссии, споры, как я сказал, это все зачитывать просто нет варианта. Но кому это интересно, они это могут найти. Это было тогда издано в газете «Голос Чечен-Ингушетии» за 28 ноября. Ну, есть выпуск номер 81, номер 82. Там подробно каждое выступление, кто что говорил, как бы каждый может ознакомиться, прочитать там. Я имею в виду, помимо того, что пишет и Сейнароев, там есть выступление ингушей, где мы видим, что они не хотят голосовать за декларацию, потому что их интересы – это оставаться в Российской Федерации. И вот так проходит бурное обсуждение, дискуссии. А чеченцы в лице чеченцев, депутатов Верховного Совета, активно, вот Абдулла Бугаев, в частности, я его здесь отдельно упомянул, ну, там прям сторонники независимости. Да? Вот эти все депутаты этого Верховного Совета ЧССР, которые выступают, вы просто читаете, что они говорят. Ну, вот ярые сторонники независимого государства, которые объясняют, что означает суверенитет. Вот как это должно быть. И как это нельзя, чтобы это было вот с РСФСР и так далее. Почему я делаю на этом акцент? Как потом они это изменят? И как они пластинку свою поменяют, да? Ну, при желании каждый может ознакомиться. И в ходе вот этих бурных дискуссий, обсуждений, компромисс находится. И как компромисс это называется, хотя, как я упомянул, и на съезде чеченского народа отдельно прописан пункт, в этой декларации я его зачитывал, где съезд чеченского народа поддерживает создание отдельного дома автономии или восстановления автономии Ингушетии, да? То есть волеизъявление уже и ингушам известно на этом съезде, что чеченцы за. И на самой сессии Верховного Совета, получается, после вот этих дискуссий, тоже как бы приходят к такому компромиссу, и в декларацию вписывается статья, и эта статья 17, да, я ее тоже зачитаю. Территория Чечено-Ингушской республики не может быть изменена и использована без ее согласия. Чечено-Ингушская республика подтверждает справедливое требование ингушского народа о восстановлении национальной государственности и необходимость решения вопроса возврата территорий, принадлежащих ему и отторгнутых в результате сталинских репрессий пригородного района и части территории Малгобекского района в пределах их бывших границ, а также в правобережной части города Орджоникидзе Владикавказа. Союзный договор будет подписан Чечено-Ингушской республикой после решения возврата отторгнутых территорий Ингушетии. Вот. Отдельно в декларации о провозглашении суверенитета Чечено-Ингушской республики прописывается в 17 статье этот пункт. И, как я сказал, в лице Завгаева и чеченских депутатов Верховного Совета была задача как бы провозгласить суверенитет, да, независимую республику, и потом союзный договор подписать. И здесь, получается, союзный договор будет подписан только после решения возврата отторгнутых территорий Ингушетии. Это как бы своего рода лоббирование и отстаивание интересов восстановления Ингушетии. То есть те, кто хотят этот союзный договор, чтобы чеченцы подписали, они, значит, должны будут решить вопрос Ингушетии. И вот когда вот этот пункт как бы был проговорен, на этом согласились, и провозглашается суверенитет. 140 депутатов, один воздержался, остальные все за. Это, обычно это 26 ноября, говорят, но как я помню, то, что мне говорили, что это ночь с 26 на 27 ноября.
И поэтому как бы и 27 ноября, говорят, уже за 12 часов было, типа, когда это вот само голосование по декларации произошло. И в это время многотысячный митинг стоит под окнами, это тоже свидетельствует и скандирует «Нохчи и Чуебош». То есть и чеченский народ там стоит, и партия ВДП там стоит, я тоже здесь подчеркну отдельно снова, партия ВДП. Когда вот эти депутаты Верховного Совета, Абдулла Бугаев, Умхаев, Лечи, они выходили в народ и обсуждали декларацию, статью, которую они принимают. И как бы происходила как бы совместная формулировка. И там тоже непосредственно со стороны как ВДП участвовал Саид Асан Абу Муслимов. То есть вот в этом составлении формулировок, корректировок, да, снова отмечаем, что партия ВДП участвует и тогда. И собрала многотысячный митинг, который скандирует «Нохчи и Чуя». То есть это подкрепляется тем, что происходит в Верховном Совете, тем, что происходит за окнами Верховного Совета в лице поддержки